Государственный театр оперы и балета Республики отправился на гастроли в Воркуту и Усинск. Жители Заполярья первыми увидят новую редакцию оперы «Евгений Онегин». Любовь Лапина провожала артистов. До города Микунь на автобусе, а дальше до Заполярья поездом. Труппа театра собирается в дорогу. В Воркуте на сцене Дворца культуры шахтеров они представят 4 спектакля. Коллектив большой, 50 человек едем в Воркуту, поэтому это билеты, это организация гастролей на месте, это проживание, это, в общем, это все очень, конечно, сложно, да, но мы успешно совсем справились. И вот думаю, что настроение у наших артистов боевое, потому что мы надеемся, что там гастроли пройдут очень успешно. Зрители нас ждут в Воркуте. Евгению Онегине исполнение главных партий доверили молодежи, как это сделал когда-то сам автор оперы Петр Чайковский. Он оставил на максимальной простоте и искренности. В роли Онегина воркутинцы увидят подающего большие надежды вокалиста Ефима Завального. Хочется верить, что все пройдет хорошо. Ничего сверхъестественного я не жду. Очень нервничаю, конечно. Это первая такая серьезная партия в опере. Но думаю, все обойдется. Партию Татьяны исполнит Елена Ладыгина. Она тоже волнуется. Это ее первый гастроль так далеко от родных стен. Да и сама постановка немного отличается от классической. Честно говоря, я не могу сказать, как они воспримут. На самом деле у нас там нестандартная такая постановка. Несколько сцен сокращены, трактовка другая немножко. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. В Воркуту театр везет сказки «Ох уж этот царь Горох», бременские музыканты и оперетту «Жозефина и Наполеон». Спектакль посвящен 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Историческую пару на сцене воссоздает реальная супружеская пара – Ольга Сосновская и Владимир Юрковский. Мы репетируем в машине иногда, так сказать, когда нас кто-то везет, и поэтому на нас смотрят немножко как с приветом. Но ничего, это интересно, это жизнь. После Воркуты артисты отправятся в Усинск, а на середину ноября намечены отдельные гастроли в Ухту. Любовь Лапина, Олег Жуковский, телеканал «Юрган».